Это теплица дендропарка регионального экологического центра. Растения, в том числе и редкие, расположены по климатическим зонам. Здесь учащиеся узнают, как произрастают, размножаются и какую пользу приносит человечеству растительный мир. Здесь представлено более 100 различных видов. Непосредственно в этой теплице. Теплица наша работает круглогодично, она отапливаемая, и поэтому дети здесь могут заниматься в течение всего года. Центр реализует программы дополнительного экологического просвещения для порядка 600 школьников. О важности таких знаний здесь даже не задумываются, планируют только расширять программу. Ребята на практике изучают все вопросы взаимодействия живой и неживой природы. Все бесплатно и максимально интересно. Особо заинтересованные дети даже проводят исследовательскую работу. Например, у них может быть тема, связана с загрязнением снега в районе своего населенного пункта, где они проживают. То есть в течение какого-то периода они изучают и делают вывод, действительно ли там загрязненный воздух, действительно ли там все плохо, на основе изучения именно загрязняемости снега или водоемов. Тоже очень любимая тема у нас, у ребят. Но формированием экологической культуры в первую очередь занимается все-таки школа. Только госэкзамена по экологии нет, а значит нет и обязательного предмета. Первые знания о бережном отношении к природе дети получают на уроках по окружающему миру. С 5 по 9 классы – это раздел биологии и географии. Есть кружки, факультативы, и только некоторые школы вводят экологию отдельным предметом. Если 10-11 класс – это на сегодняшний день, на начало учебного года, 33 школы у нас реализуют отдельный такой урок. На уровне основного общего образования их немного меньше, около 20. Кружковая работа, факультативная, есть в принципе в каждой третьей школе. Страус, кенгуру, шмель, волк. Кто из представленных животных здесь будет лишний? В Эжвинском лицее образование профильное, есть и, естественно, научное направление. Урок экологии раз в неделю. Преподаватель считает, каждый человек должен углубленно изучить эту дисциплину и от своих учеников не скрывает, к чему ведет бурный прогресс при потребительском отношении к природе. О глобальном потеплении все, конечно, знают. Что такое парниковый эффект? Да? Это когда у нас скапливаются те же самые выхлопы автотранспорта в верхних слоях атмосферы, вызывая тем самым нагревание температуры, которое вызывает таяние ледников, да, тем самым. Вот, что в дальнейшем нас ожидает, скорее всего, это подтопление каких-либо территорий. Экологические проблемы стали глобальными. Взять Коми: загрязнение нефтеразливами, промышленными выбросами, вырубка леса. Только 60 полигонов для хранения отходов соответствуют нормам. Остальные 350 можно смело назвать несанкционированными. В рамках общероссийского урока «Свобода от отходов» наши парламентарии озвучили печальную статистику в школах. Дети не просто заинтересовались, очень удивились. Итогом стало обращение депутата Леонида Вокуева к министру образования России о введении обязательного экологического образования. У нас где-то 91% мусора выбрасывается на свалки. 7% перерабатывается и 2% где-то сжигается. В то время как в Японии, в Швеции почти 98% все перерабатывается. Поэтому сегодня каждый житель нашего российского государства примерно 500 килограмм мусора создает. Полтонны каждый человек. По информации парламентария, он уже заручился поддержкой председателя комитета Госдумы по образованию. Решение будет принято в октябре. И тогда в школах может появиться еще один предмет. Дети, конечно, и без того загружены, но ведь знания действительно нужные. Цивилизация явно вступила в конфликт с природой, а потому тут каждому впору задуматься, а что он может сделать для сохранения планеты. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрг.